Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Индии. Национальный лидер туркменского народа завершил визит в Киргизстан и отправился в Узбекистан. Туркменские борцы завоевали 14 медалей в первый день международного турнира по гюрешу. И другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов завершил двухдневный дружественный визит в Киргизскую республику, в ходе которого состоялись переговоры с президентом Садыром Жапаровым. В рамках визита стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, вопросы регионального сотрудничества и международной повестки. Особое внимание было уделено развитию транспортно-логистических коридоров и культурно-гуманитарному взаимодействию. Председатель Халк-Маслихаты отбыл из международного аэропорта Иссык-Куль в город Самарканд. Визит национального лидера в Узбекистан продолжается. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о присвоении почетного звания «Заслуженный коневод Туркменистана» 4 гражданам. Высокого звания удостоены Реджеп-Дурды Гарагулов, Тачмурат Текаев, Тач-Дурды Халбаев и Гайгысыс Хан-Дурдыев. Как отмечается в документе, награждение произведено за большие достижения в прославлении в мире райских скакунов, являющихся достоянием и гордостью туркменского народа. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил соболезнования президенту Республики Индия Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с произошедшим в городе Пахалгам террористическим актом, повлекшим за собой человеческие жертвы и увечья. Решительно осуждая любые проявления терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении, отметил глава государства. На инвестиционном форуме ТАИФ-2025 в Куала-Лумпуре министр энергетики Туркменистана Максат Бабаев предложил рассмотреть инвестиции в ряд стратегически важных направлений энергетического сектора страны, включая разработку новых этапов крупнейшего газового месторождения Галканыш. Выступая перед международными делегатами, Бабаев подчеркнул, что Туркменистан, занимающий 4-е место в мире по доказанным запасам природного газа, готов играть ключевую роль в глобальном энергетическом переходе. На ТАИФ-2025 в Малайзии председатель правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберды Джеббаров представил показатели экономического развития страны. По словам Джеббарова, экономика Туркменистана продемонстрировала рост ВВП более чем на 6,3% к концу 2024 года, благодаря реализации комплексных программ развития. Внешнеторговый оборот достиг почти 20 миллиардов долларов США, при этом экспорт составил 12,7 миллиардов долларов. Особенно важным показателем выступает положительное сальдо торгового баланса в размере 4,4 миллиарда долларов. В здании Европейского парламента состоялись переговоры посла Туркменистана в королевстве Бельгия Сапара Пальванова с дипломатическим советником президента Европейского парламента Сильвией Косинско. Пальванов передал для председателя Европейского парламента Роберто Меццола официальное приглашение к участию в Международном форуме мира и доверия, который планируется провести 12 декабря в Ашхабаде. Стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки, обменялись мнениями о современных геополитических процессах и отметили возрастающую значимость мирного диалога и многостороннего взаимодействия в условиях современных вызовов. Издание People объявило Деми Мур самым красивым человеком 2025 года. 62-летняя актриса победила по результатам читательского голосования и стала лицом майского номера журнала. Деми Мур призналась, что в 62 года она чувствует себя намного лучше, чем в молодости, и полностью принимает свое тело таким, какое оно есть. Сборная Туркменистана завоевала 14 медалей по итогам первого дня международного турнира по национальной борьбе гюреш и борьбе на поясах алыш, который стартовал в Ашхабаде. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 13 стран Европы и Азии. После официальной церемонии открытия были разыграны 8 комплектов наград в туркменской национальной борьбе гюреш. Победителями во всех 8 весовых категориях стали представители Туркменистана. Туркменские борцы также получили 5 серебряных медалей и 1 бронзовую. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.